одежда играет немаловажный фактор, немаловажный даже смысл в плане того, что мы знакомимся с людьми, и когда мы их видим, мы в первую очередь считываем, во что они одеты. И это явление не 21 века, а это явление намного более раннее. И могу сказать, что раньше одежда играла намного большее значение, показывая социальный статус того, кто эту одежду надел. И сегодня мы с вами поговорим о татарском женском костюмном комплексе. Но хочу вас сразу предупредить, когда я так озвучиваю, говорю, вот мы с вами будем сегодня рассказывать, обсуждать татарский костюм, все сразу представляют, что мы начнем от Ибн Фадлана и до 21 века. Прежде всего, нам необходимо с вами обозначить границы. А границы на самом деле не очень большие. Почему я так вот четко подчеркиваю? Потому что когда мы говорим об этнографическом татарском костюме, то, безусловно, в первую очередь мы говорим исключительно о XIX веке. Почему только XIX век? Почему не XVIII? Почему не та самая царица Сюмбике в XVI столетии? Там что, не жили татары? Безусловно, жили. Но вопрос в том, что мы с вами, как люди, ищущие не только красивые слова, но научный подход, исходим из того, что сохранилось. Сохранилось либо в письменных источниках, сохранилось либо в изобразительных или в тех же самых музейных коллекциях. А музеи, к большому нашему сожалению, сохранили только XIX век. С чем это связано? Почему у нас, например, нет даже рубахи XVIII столетия, а не говорю уж о более раннем периоде? Вообще необходимо понимать, что наука, как именно научное знание, сформировалось в России только в XVIII веке. До этого по народам, по костюмным комплексам проживающих на тот период в России совершенно не собиралось никакой информации. Только уже в XVIII веке потихонечку стали собирать какие-то источники, какие-то сведения. И чаще всего они сохранились именно в записях. А вот уже музеи работали очень плотно, начиная с XIX века. Но опять одна большая проблема. Когда мы говорим о музейных коллекциях, чаще всего там сохранялась исключительно праздничная культура. И только уже повседневность стала сохраняться только в XX веке. Соответственно, у нас с вами получается достаточно узкий корпус источников, из которых мы можем делать какие-то выводы. Но мы с вами живем в 21 веке, мы можем сопоставлять факты, мы можем исследовать разные источники и уже из этого какую-то формировать определенную картину. Когда мы говорим о Сюмбике, мы всегда его представляем вот именно вот в таком образе, да? И никаком другом. А знаете почему? Потому что именно в XIX веке сформировался тот самый знаменитый образ Сюмбике. То, как она выглядела на самом деле, мы не знаем. Есть научные предположения, но это только фантазии, хоть и научные. На самом деле это работы как профессиональных художников, так и нет, начала XIX века. Перед вами слева и справа изображения художников Мартынова и Корнеева. Они были профессиональные художники, не закончили Академию художеств. И являются первыми художниками, которые обозначили точно в своих подписях казанские татарки. И что интересно, обратите внимание, вот тут показано казанские татарки, девицы. Это костюмный комплекс, незамужние девушки. То есть, соответственно, он немного отличался. Хочу вам сразу сказать, что в целом в традиционной культуре костюм незамужней девушки очень сильно отличался от замужней. И там были разные факторы, которые как раз-таки и это показывали. Статус, социальный статус, положение. А вот это костюмный комплекс уже замужней женщины. А незамужние татарки, они могли себе позволить чуть больше в плане сокрытия себя. То есть у них чаще всего были небольшие шапочки, либо те же самые колпаки, и не обязательно покрывала, которые их скрывали. В отличие от замужних женщин, у которых колпак был не как шапка, а как волосник. То есть первый этап головного убора, который сверху еще чем-то покрывался. А в центральной части мы с вами видим еще одного изображения, я так называю одного проходимца, потому что это профессиональный военный из Шотландии Джон Кокрейн, который промчался по России, решив попутешествовать пешком. Он пока путешествовал, женился, уехал потом обратно, и в итоге он сгинул в Америке. Но чем же он для нас так полезен? Тем, что когда он приехал в Россию, он был еще и в Казани, он зарисовал татарскую женщину из Казани вместе с маленьким ребенком. И обратите внимание, если нас женщина не очень интересует, потому что, в принципе, у них головные уборы с предыдущим художником похожи,
а вот на девочке показан тот самый ок-колфак. То есть мы все с вами песни-то поем, но при этом изображение мы не видели. У Кряшина сохранился ок-колфак достаточно долго, вплоть до начала 20-го столетия молодые девушки его носили. У казанских татар достаточно рано вышел из обихода. И при этом, то есть у нас исследователи пишут, что носили, в музейных коллекциях есть, а изображений доказательства нет. И вот представляете, буквально недавно, пролистывая книгу, спасибо нашим переводчикам, филологам, которые перевели фрагмент и опубликовали это издание. Я нашла на фронтисписе книги это изображение, где показано, что да, действительно, казанские татарки точно так же носили ок-колфак. Причем необходимо отметить, что когда мы говорим о татарке, прежде всего, что мы вспоминаем? Это колфак. Но кроме колфака было еще великое множество главных уборов. И сам колфак был тоже очень разнообразен. Буквально в одно столетие он прожил огромную жизнь. От головного убора длиной практически 1,5 метра до маленькой шапочки-наколки не более 10 сантиметров в высоту. Когда мы говорим о том, какая же одежда была на татарках, то, безусловно, мы с вами должны понимать, что кроме головных уборов они что-то еще носили. И это были рубахи. Причем могу сказать с уверенностью, что и в женском, и в мужском варианте как рубахи, так и штаны совершенно не отличались, особенно в более ранних архаичных комплексах. Они были идентичны по крою. Это туникообразная рубаха и штаны с широким шагом. Когда меня спрашивают, ну вы так говорите, что одежда была разнообразная, что высшее сословие отличалось от более низшего сословия, а при этом основа одна. И эти люди будут правы. Действительно, основа была единая, но при этом были разные ткани. У более зажиточных, в чем же заключалась их зажиточность? В том, что у них были средства, они могли покупать ткани, которые были произведены за границей. Если изначально это была Персия, Индия, Китай, потом это были европейские ткани, потом наиболее дорогие ткани, которые производились в Российской империи, и мы с вами это можем видеть. При этом, обратите внимание, фасон примерно один и тот же. То есть туникообразная рубаха, основа одна, потом она укорачивалась, появлялся волан, либо снизу, либо сверху, либо появлялись какие-то оборки. Но в целом, в принципе, основа была неизменная, вплоть до, наверное, годов 80-х 19 столетия, когда уже появляется в силе мода модерн. Когда мы в последнее время делаем реконструкции костюмных комплексов, рассказываем о костюме татар, то мне часто говорят, не показывайте эту узбекщину. Меня вот эта фраза очень коробит. Говорю, а в чем проблемы? Он говорит, это же не наше, это привозное. Я говорю, хорошо, а скажите, какая она чисто татарская ткань? Какие у нас ткачихи, которые изготавливали там ремесленные или мануфактурные ткани и продавали их по всему миру? Тут немножко начинает теряться. Действительно, среднеазиатские ткани, они были очень дороги. Шелковые, полушелковые, и их очень часто использовали. Но необходимо отметить, что в более ранних костюмных комплексах они были часто в обиходе, а вот уже к концу 19 столетия чаще всего они встречались в сельском костюмном комплексе, либо в одежде более старшего возраста. У молодежи они уже не были в обиходе. И что тут показывает? Моду, модное явление, которые очень активно проявлялись во всем костюмном комплексе. Когда мы говорим о традиционном костюме, то часто говорим, что он практически не менялся, сохранились какие-то архаичные элементы, что в целом традиции и мода, они несовместимы. Могу сказать с уверенностью, что это не так. Мода, она всегда влияла. Понятно, что изначально она шла, может быть, в город, потом потихонечку спускалась в село. Изначально на нее подсаживали, можно сказать, молодежь, ну, в принципе, как сейчас, да, и потом со временем это уходит к старшему поколению. То есть вот эти всегда аспекты необходимо учитывать. А что же носили на селе? Какие были ткани? Понятно, что мы сразу с вами скажем, домоткань. Какая домоткань? Лен, конопля более грубая и жесткая ткань, а также хлопчатобумажная. Вообще достаточно рано татары стали покупать даже изначально не фабричные ткани, а фабричного производства нити. И уже дома сами ткали полотна. То есть этот фактор тоже необходимо учитывать. Когда мне говорят, ну смотрите, у татар практически не сохранилась аутентичности. Имея в виду в том, что домоткань к концу 19 столетия тоже практически не было в обиходе. То есть оно сохраняется либо на периферии, а чем ближе к Казани, к другим крупным городам и пригородам, то там чаще всего стараются все-таки покупать фабричную ткань. То есть если мы говорим о высших сословиях, это шелка разнообразные, парча, о более менее зажиточных это хлопок, ситец, какие-то шерстяные ткани покупные. Все это безусловно. Но есть момент, что сохранялись все-таки домотканные полотна
в обиходе именно полотенца, какие-то предметы быта. Для одежды старались все-таки покупать уже к концу 19 столетия именно фабричного производства ткани. Когда я читала Николая Ильича Воробьева, советского этнографа, по поводу цветов, то необходимо отметить, очень часто у нас в последнее время любят ставить клеймо. Это татарский цвет, это не татарский цвет, татары красные носили, то только чуваши носили, либо марийцы. Я недавно участвовала у дочери младшей в смотре, можно сказать, родительских активностей. И вот мы там долго обсуждали, что же мы хотим надеть, чтобы показать свою татарскую в 21 веке. И мне сразу сказали, француз яулок и мебис. То есть это не наше. Это либо башкиры, но на худой конец чуваши. Думаю, не буду лезть со своим мнением. Я говорю, хорошо, давайте тогда хотя бы просто белые платки. Но у меня возникают внутренние вопросы. Откуда появляются эти стереотипы? В какой момент они стали в нас прорастать? Другой случай, когда мы занимались консультацией предыдущего нашего проекта по народам Поволжья, как раз-таки долгое время эта выставка была в Кремле в присутственных местах, и продолжение этого проекта будет. Мы выбирали, какой же будет платок надет на нашей сельской девушке. И тут между консультантами начали происходить разнообразные споры, что нужно щин татар яулок. А что такое щин татар яулок? Он говорит, вышитый. Я говорю, интересно, конечно. Я говорю, в какой момент вышитый платок стал чисто татарским? И вот тут уже возникают какие-то вопросы по этому поводу. Платки изготавливались, например, на одних и тех же мануфактурах. И расходились они по всему населению, покупали на одних и тех же ярмарках. И француз яулок носили как башкиры, так и татары. И когда мне начинают говорить, что это наш платок, а это не наш платок, я могу сказать, что это несерьезно. Цветовая гамма, какая она была? Но необходимо отметить, что домоткань чаще всего красили в синие цвета. Об этом писал Николай Ильич Воробьев. Если более ранние рубахи, они были из некрашенного полотна, и об этом еще говорят исследователи XVIII века, то с появлением пестриди, это окрашенные ткани в полосочку, то есть окрашенные нити, которые потом ткались в полосочку либо в клеточку, появляется уже цветовое разнообразие. Это синий, красный, зеленый, коричневые тонкие нити с светлыми полосками, либо светлым основой на какой-то разноцветной клетке. Зачастую могли использовать основу из домоткани, но при этом декор в виде воланов уже из фабричного полотна. Так как фабричное полотно было достаточно дорогим, но при этом использовать как декор его было возможно. Кроме рубахи, кстати, меня часто спрашивают, а носили ли татарки нижнее белье, именно нижнюю рубаху? Могу сказать, что зачастую исследователи пишут, что нижние рубахи, особенно в сельской местности, не было принято носить. Достаточно позднее явление. Но, например, читая того же самого Невзорова, когда он пишет о начале 19 столетия, он пишет, что в начале 19 века именно в городской среде татарки носили нижние рубахи. То есть какой-то такой фактор, все-таки село-город, он очень влиял именно на элементы, которые входили в основную часть костюмного комплекса. И по поводу как раз-таки ткани, которые использовали. Что является чисто татарской тканью? Те полотна, которые покупали в Индии, либо в Персии, а потом в Европе, нет. Просто были какие-то свои предпочтения. Чаще всего это был растительный узор, либо какой-то стилизованный узор, который располагался по всему периметру полотна. Могу сказать, что в наиболее дорогих рубахах более раннего периода очень часто использовался муаровый шелк. Его прям любили. Наиболее ранние образцы, сохранившиеся в Кускамере, в Реме, как раз-таки они все из муарового шелка. Мы не можем сказать полностью по цветовой гамме, потому что, скорее всего, все-таки полотно меняет со временем свой цвет. Но чаще всего это были светло-розовые, персиковые, голубые, светло-зеленые тона, которые встречались именно в городском костюмном комплексе. В отличие от основного тона рубахи, камзолы они чаще были контрастно яркие, как раз стилизованы таким растительным узором по всему периметру. Да, безусловно, колфаки татарки носили. Но посмотрите, вот эти все колфаки, они изготовлены, сшиты с любовью в течение 1 столетия. От наиболее раннего колфака, датирующегося началом 19 века, до наиболее позднего колфака на колке, который носили женщины, девушки в конце 19-го, начале 20 века. Что бы я хотела сказать об этом уборе? Наверное, то, что до 19 века ни один исследователь о колфаке не писал. То есть как будто бы до 19 века татарки колфаки не носили. Когда я занялась вопросом колфаков,
А, Что меня в первую очередь удивило? Ну, я же выросла на советской этнографии, я читала Николая Ивановича Воробьева, ну, начала, конечно, с Фукса, вот, потом я перешла к нашим этнографам, и все они как один писали, что колфак – это чисто татарское явление, что кроме татар колфаки никто не носил. И тут я обращаю внимание, что, оказывается, у наших ближайших народов есть, у чувашей, у мордвы, нет, у мордвы нет, у марийцев, у русских, представляете, на севере у русских белые колфаки идентичны по узору вывезенному, что и татарские колфаки. Я пока параллели не нашла. Это мы говорим только о вязаном колфаке, о тканевом. А, например, вот трикотажные колфаки встречаются у донских казаков, но они у нас забрали. То есть не мы к ним, а они к нам пришли. То есть взаимосвязи были, а также трикотажные шелковые колфаки активно продавались на ярмарках, и донские казачки тоже носили колфаки. Но необходимо отметить, что у донских казачек чаще основа трикотажного полотна была в мелкий растительный узор, в отличие от татарок. У татарок трикотажные колфаки либо полностью были полностью однотонное полотно, либо полосатое, декорированное вышивкой, либо ушковые аппликации. Но при том необходимо тоже отметить, что декор в разные периоды тоже отличался. И вот недавно мы подсчитали, что только 6 вариантов изготовления в течение XIX века существовало колфаков. То есть это был вязаный, либо полностью из трикотажного шелка. Причем вам необходимо отметить, раньше все исследователи писали, что трикотажный шелк вывязывался вручную. Могу вам сказать со стопроцентной уверенностью, что нет. Когда я пришла работать в Национальный музей после окончания университета, я тогда еще обратила внимание на эти шикарнейшие колфачки, у которых буквально в миллиметр полотно этих петелек, то есть петелька в петельку. Я думаю, я спрашиваю наших реставраторов, я говорю, неужели они, говорю, не вязали? Я же говорю, вижу, какой у нас связанный из хлопчатобумажной нити белый колфак и какой-то трикотажный. Говорят, ну все пишут, что они вязаны вручную. И потом я нахожу информацию, что, оказывается, у нас с 18 столетия в России существовало ремесленное производство по изготовлению трикотажа. Представляете, настоящего трикотажа в 19 веке он уже был. И причем, ну понятно, что его привезли французы, немцы, англичане, но при этом они здесь, те же самые немцы, основывали целые колонии, как, например, Советская колония, которая производила, ну не могу сказать, что там в огромных масштабах, но при этом близлежащие территории они обслуживали трикотажным полотном. Причем было чулочное производство, чулок вывязывался, а также было еще производство шалей трикотажных. То есть это было общераспространенное явление, и оно активно продавалось на ярмарках. Второе мое открытие по поводу трикотажных колфаков было в чем? Я думала, что это чулочная вязка, как вот вязаный белый колфак. Его вывязывают по кругу, также и трикотажный колфак. Когда я пришла в музей, посмотрела все эти колфаки, я поняла, что нет, совершенно не так. Это не трикотажный вывязанный чулок. Это полотно, которое либо разрезали, из двух частей соединили, либо просто выкроили с двух сторон. То есть с одной стороны разрезали, сложили вдвое и уже сшили по нужной форме. При том, что еще и окончание этих колфаков, то есть конец колфака был разный, он мог быть округлый, либо в ромб складывающийся. После этих трикотажных колфаков уже появились другие колфаки, наиболее, наверное, понятно и известные, полосатые колфаки. Либо из разных контрастных полос бархата, либо из контрастных полос бархата и шелка. Они, на самом деле, просто существовали не очень долгое время, буквально, мне кажется, может, десятилетия. И вот уже потом, с 60-х, 70-х годов, появляются эти самые небесные колфаки из бархата, которые тоже прожили вместе с нами до начала 20 века. Но и то, что мы можем сказать? Вроде бы бархат, ну, плюш порой использовали в более поздних вариантах. Изначально он был достаточно длинный, этот колфачок, сантиметров, наверное, даже до 30 доходил. Еще надевался девушкой, сначала как девичий головной убор все-таки шел, полностью на голову. Потом уже Мурджани пишет, что да, конечно, сначала это был девичий головной убор, а теперь уже и замужние молодые татарки все так же носят этот колфак. Ну, дальше там уже и наши исследователи писали по этому поводу, и русские исследователи писали, что да, колфак входит в костюмный комплекс как замужней, так и молодой девушки. И тут у нас начинает колфак резко меняться. Буквально 70-е, 80-е, 90-е годы, вот эти там 15-20 лет, он из полноценного головного убора превращается в колфак-наколку. И тут все на самом деле не так просто. В
Вроде бы та же самая форма, ее так еще называют классически лопатообразная форма, да, но напоминает лопату. Просто сначала она была длинная, а потом она стала короткая. Ну, все вроде бы понятно. На самом деле у колфака не только такая классическая форма лопатообразная, то есть выкраивается она одинаково везде, но потом дальше вот в следующих файлах мы с вами поговорим о том, что колфак он был на самом деле не только такой, но еще и другой. А порой, то есть мог оставаться только околыш, то есть нормально выкроенный колфак, что-то не понравилось, раз, основу сложили, буквально как гармошку сшили, и получился так-то колфак. Вот такой тоже было характерно именно для конца столетия. О колфаках поговорили, о рубахах поговорили, но кроме колфака, рубахи и штанов, которых мы не видим, все-таки, ну еще же камзол был, мы так немножко его затронули, что-то было еще и сверху. Вот. И интересно отметить, что в целом верхняя одежда от мужской тоже не отличалась. Она была такая же. То есть, если мы говорим рубаха, штаны, камзол, как у мальчиков, так и у девочек. А что они надевали на улицу там, в межсезонье или зимой? Тот же самый казакин, бишмет, толоп, шуба, тум. Оно все было одинаковое. Одно но. В мужском варианте все-таки было менее декорировано, чем в женском варианте. То есть у женщин всегда появляются какие-то элементы, которые показывают, что это именно женская одежда. Но существовала еще одна одежда, которая вот в прямом смысле была мужская. Это чапан. И женщины зачастую могли накинуть на себя тот самый чапан сверху, когда она выходила на улицу. Для чего она это делала? Для того, чтобы ее не увидели другие. Что ни говори, а история есть история. Татарские женщины себя покрывали. Причем необходимо отметить такой факт, что вообще в целом для Поволжья, для народной культуры, очень понятно и естественно то, что замужняя женщина полностью скрывала свои волосы. И это было характерно не только для татар, а для тех же самых русских, мордвы, марийцы и чуваши, то есть ближайших наших соседей. Мы с вами так красиво говорили о шелках, о бархате, о тафте, но при этом чуть затронули в село, то есть домоткань какая она была. Как же ходили девушки на селе? Тут мы с вами вспоминаем Карла Фукса, который говорил, что в городе татаркам-то живется тяжело, этим мещанкам. Они сидят у себя дома, нос на улицу не кажут, а вот на селе-то все хорошо. Ну, то есть, почему все хорошо? Потому что ей нужно работать. У нее семья, у нее хозяйство, и, безусловно, конечно же, она выходила чаще на улицу. А как же она выглядела на улице? А выглядела она примерно так же, как и в городе, но только немножко другие были ткани. На молодых девушках были надеты рубахи домотканные, либо чуть позднее уже и ситцы, либо хлопчатобумажные. Сверху либо колфак, либо платок. Причем обратите внимание, на крайней картинке слева молодая девушка, тут два женских девичьих костюмных комплекса, повседневный и праздничный. Платок подвязывался под подбородком. В более позднее время, 20-е столетие, у нас платок под подбородком – это уже старшее поколение. Девушки так не ходили. На самом деле могу сказать, что ходили и в 20 веке, под подбородком точно так же подвязывали. Одно, обратите внимание, что, в принципе, часто мы на девушках не видим камзола. На самом деле камзол, он считается все-таки больше женским элементом костюмного комплекса, нежели чем девичьим. Это уже позднее, с появлением так называемого общенационального костюмного комплекса, тут тоже можно поспорить, общенациональный он или нет, появляется укороченный камзол-жилет, который входил как в женский вариант, так и в девичий. Что же еще они носили? То есть я говорю разнообразие, а при этом пока рассказала только о платке и о колфаке. Покрывала, вот именно разнообразие, все это скрывается в покрывалах, они были очень разнообразны. Они могли быть квадратные, то есть большие покрывала, которые скрывали практически полностью тело. Они могли быть прямоугольные, тастарный комплекс. Они могли быть треугольные, по типу косынки, тот самый эрпек или кыйкща. Кто увлекается татарским костюмом, скорее всего, уже по поводу эрпек слышали. Это большая косынка, которая закрывала практически полностью тело женщины. А вот тот же самый эрпек, который не украшен декором, то есть не украшен вышивкой, как в эрпеке, называется кыйкща. И чаще всего кыйкща был как раз-таки в сельской местности. Одно но. Когда мы говорим об эрпек в современном нашем понимании или исходя из музейных коллекций и данных исследователей, то для нас это покрывало пожилой женщины.
Но мы с вами видим изображение Карла Федоровича Гуна. Это художник, который зарисовал небольшие акварели в Чистополе, в Елабуге, в Казани и многих других местах. Костюмы как сельских жителей, так и городских. И что интересно, мы там видим тот самый РПЭК не только на пожилых женщин, но и, можно сказать, на женщинах фертильного возраста. Понятно, что молодая девушка и девочка его не надевала, но молодая женщина вполне его носила. Это говорит о чем? Это говорит о том, что костюмный комплекс и входящие в него элементы точно так же мог меняться со временем. То есть, например, в 60-70-х годах 19 века РПЭК или каикча носили и молодые женщины, то вот уже к концу 19-го, начала 20 века носили исключительно пожилые женщины. Здесь у нас уже небольшая акварель Карла Федоровича Гуна в городе Чистополь. И посмотрите, мы все так же видим тот самый щапан с плеча мужа. И это было характерно в разных регионах. Например, в предыдущем изображении у Букаря это Оренбургская губерния. Тут у нас показан город Чистополь. Но при этом, кроме него, носили и разнообразные покрывала. Как я сказала, что покрывала тоже были разные по размеру. Они могли быть в длину до 1,5–2 метров. Соответственно, когда женщина, выходя на улицу, скрывала себя, вся ее фигура казалась полностью закрытой. Также и молодые девушки. То есть обратите внимание, что девушка мы видим, да, в рубахе, без камзола, свое лицо закрывает. Но необходимо отметить и то, что исследователи писали и такой факт. Например, татарская девушка у себя на селе, выходя на улицу, перед своими односельчанами могла обязательно закрыться. Но при этом, если какой-то заезжий русский приезжал, она могла не закрыться. Почему? Потому что этот человек был не из ее общины. То есть он не мог как-то воздействовать на ее социальный статус, увидев ее лицо. Какие такие моменты с вами тоже чисто исторически должны всегда учиться, рассказывая о костюме. Кроме покрывал, кроме колфака, были разнообразные еще волосники, небольшие шапочки, которые носили под покрывалами. А кроме волосников были еще и шапки, верхние шапки, которые женщины надевали, выходя на улицу. Например, здесь показан камшат-бурек. Обратите внимание, что если вот мы сегодня собираем костюмный комплекс женщины, особенно в музеях, когда мы хотим показать пожилую, мы обязательно ей оденем камшат-бурек, но никогда не оденем ее молодой женщине. Но это скорее наше восприятие. То есть в традиционной культуре это было, конечно же, не так. Обратите внимание, один и тот же период Бердебяковой Челны, Казанской губернии, Карл Федорович Гун. То есть в одно и то же время зарисовано изображение. Но тут показано более холодное время, а здесь показано летнее время. Что же мы с вами видим? Обратите внимание, если сегодня мы камчат РПЭК всегда одеваем на манекен вместе с камчат-бурек, то тут показано у Карла Федоровича Гуна вариативность. То есть могло быть покрывало треугольное, каикча или РПЭК, а сверху него еще надевался платок. То есть мы с вами возвращаемся к тому самому первому изображению казанской татарки зажиточной, где показано разнообразное сокрытие разного размера платками. То есть это тоже, можно сказать, небольшая галочка для наших современных татарок, как оно сделать по-татарски. Не люблю эту фразу «сделайте мне по-татарски» или «скажите так, как она есть». Не бывает истины. Бывает история, бывает традиция, с которой мы можем, конечно, в 21 веке немножко поиграть, но при этом никогда не забывать об истоках. Также РПЭК могли заправлять и под камзол. При этом исследователи об этом не пишут. Это мы сейчас с вами узнаем из изобразительного ряда, который нам оставил профессиональный художник. То есть мы всегда с вами должны понимать, что работать необходимо с разными источниками. И тут мы с вами так плавно-плавно переходим к украшениям. Какие же они были? Что украшали у себя татарки? Украшали многое. Украшали голову, шею, грудь, руки, но не украшали ноги. Что же носили в середине, в конце XIX века? Носили разнообразные перевязи. Причем необходимо отметить, что наиболее знакомые, популярные сегодня хасите в его таком развитом, достаточно объемном виде все-таки было украшением уже замужней женщины. Безусловно, молодые девочки тоже носили перевязи, но они были более скромные. То есть это была чаще всего небольшая полоска с какими-то небольшими бляхами. Очень много было вариантов того, что, особенно у детей, именно защитные. То есть какие-то пуговки, раковины, каури, монетки, которые как бы отвлекали. А вот уже у женщины, у замужней женщины, это украшение все-таки имело больше статусный характер. И вот тут показана перевязь именно молодой девушки. Как раз это работа та же самая Карла Федоровича Гуна. Если мы с вами вернемся назад, то мы увидим, что в девичьем костюмном комплексе он присутствует.
Хотела бы обратить ваше внимание, Елабуга выпустила уже 3 альбома с изображением Карла Федоровича Буна. И вот последний альбом прошлого года они выложили в интернет в открытый доступ. Кому интересно, обязательно, ну, можете зайти ко мне на страничку или кому-то еще. Эти книги, они лежат в открытом доступе. Обязательно изучайте, смотрите более конкретно. Что же еще носили? Носили, конечно же, разнообразные накосники. И разнообразные накосники – это не только щупы. Причем щупы тоже были разные. А потом мы с вами с ними познакомимся. Девичьим накосником считался тезме, который полностью закрывал ее косу. Женщины уже тезме не носили. Это были разнообразные серьги, это были браслеты, это были воротниковые застежки пащелборе. Причем обратите внимание тут на изображение. Прям очень мне хочется, чтобы обратили внимание. Современные мастера у нас, когда изготавливают пащелборе, они забывают. То есть они основу, саму застежку делают с подвесками, но застежка с подвесками только одна не носилась. Был еще, так можно сказать, ну, на современный лад, чокер тканевый, который облегал плотно шею. И вот, к сожалению, о нем не то что современные мастера, а современные девушки, которые хотят носить, чаще всего не знают. И поэтому получается как будто просто цепочка. Серьги. Серьги были любимы татарками. Девочкам достаточно часто, рано прокалывали ушки, где-то буквально в 3-4 года. Какая же была наиболее традиционная форма? Наиболее традиционная татарская форма считается именно миндалевидная. Она имеет давние корни, вплоть связывает до булгарского периода прослеживается. Но при этом не только такие серьги носили татарки. Очень активно влияла модное веяние. К концу 19 века стиль модерн просто вот, я не знаю, такой огромной лапой залез в традиционную моду и прошелся по всему. И серьги были тоже разнообразные. Но существует какая-то определенная форма, которая была наиболее любима. Это были чаще двухсоставные, какая-то основа каплевидная и сверху небольшая шишечка, от которой отходили разнообразные элементы. Сегодня чаще всего, когда мы говорим хасите, мы вспоминаем о тканевом хасите, на который нашиты разнообразные ювелирные бряхи, тот самый карманец с алкараном. Но необходимо отметить, что наиболее ранее сохранившиеся хасите, они были из металла. И если вы придете в ту самую золотую кладовую, вы увидите несколько образцов хасите из металла. Это о чем говорит? О том, что, скорее всего, изначально данные украшения имело все-таки статусный характер. И только потом уже, скорее всего, в сельской местности приобретает именно обережный характер. То есть как-то вот такое изменение в историческом разрезе оно тоже происходит. По поводу ручных украшений. Носили разнообразные браслеты, носили кольца. При том, что действительно наши экскурсоводы, когда рассказывают про то, что татарские женщины носили по одному кольцу на каждом пальце, это не враки. Об этом пишут разные исследователи, что действительно татарки очень любили ювелирные украшения и носили их в достаточно большом количестве. Причем не только женщины, но и мужчины. В той же самой моей любимой золотой кладовой вы найдете перстни-печатки, которые татарские купцы использовали в повседневной жизни. То есть это был элемент, который носился обоими полами. И мой любимый аспект моды. Перед вами татарка из Сергачевского уезда. И мы все с вами понимаем, что она в кринолине. И да, действительно, кринолин носили. А еще, если вы поближе посмотрите, вы поймете, что она не просто в кринолине. У нее надеты митинги. То есть митинги – это перчатки из гипюра с обрезанными пальчиками. Но при этом она в колфаке, в трикотажном колфаке. Как бы такой вот, получается, сюр полнейший, да, вроде бы. И причем, обратите внимание, 66-й год. Мы как бы еще живем вот в самой традиции, у нас все еще такие монументальные формы, туникообразные рубахи, а тут какая-то профурсетка у нас находится в кринолине. И это тоже норма. Но это не правило. Мы с вами должны обратить внимание, где эта фотография была сделана. Нижегородская губерния. Это самое сердце, ну не самое сердце России, там просто была ярмарка. И там сосредоточие богатства было. То есть ее папенька мог себе позволить своей доченьке купить кринолин, и она могла в этом сфотографироваться для какого-то заезжего фотографа. Периодически будут такие источники появляться, но если у нас не будет знания об основах традиционного костюмного комплекса, нам будет казаться, что это норма повседневности, но это не так. Но при этом об этом мы тоже с вами должны не забывать рассказывать. Эта фотография уже второй половины 19 столетия, и у меня есть полное подозрение, что, скорее всего, она постановочная. Хотя, кто знает, может быть, молодые девицы, ну вот мне кажется, что тут она не совсем молодая девица, а может, мне кажется, я так плохо отношусь
и воспринимаем молодую девушку. А тут показаны исключительно девичьи костюмные комплексы в виде, как мы это с вами понимаем, вроде бы и тот же самый камзол, та же самая рубаха, и те же самые колфаки, которые и там, и тетеньки, и девочки носят. Но тут у них главным показателем является тезме. И они вот целенаправленно прям все выпустили, чтобы мы понимали, кто перед нами. Молодая, незамужняя девушка. Ну, в принципе, незамужняя девушка может быть и не очень молодой, но сам факт показывает ее статус. Вообще, когда я просматривала визуальные источники, а именно фотографии конца 19-го, начала 20-го столетия, вы знаете, у меня многое в моем восприятии традиционного костюмного комплекса сломалось. Почему? Во-первых, я поняла, что именно вот эти вот классические шитые рубахи, платья по смолой кульмек с укороченной, получается, у нас верхней частью, не приталенные, с жилеткой камзолом, они на самом деле просуществовали где-то, ну, может, лет 10-15, а в разрезе истории это очень мало. Но при этом в тот же самый период могли фотографироваться как в колфаках-наколках, так и в трикотажных колфаках, которые, как говорят нам исследователи, в 70-х годах 19 века уже вышли полностью из бытования. О чем это может говорить? Это может говорить о том, что, возможно, женщины хотели сохранить какие-то реликвии через фотографию, а возможно, что в каких-то местах это все еще было нормой. То есть необходимо понимать, что костюмный комплекс, несмотря на свою основу, он в целом очень был вариативен. То есть то, что носилось в Казани, из-за Казани, совершенно могло не носиться, например, я не знаю, на юго-востоке Татарстана, вот сейчас, да, вот современная часть. К тому же, тот же самый колфак, он мог видоизменяться. По поводу того же самого цвета, он тоже был очень разнообразен и вариативен. Только Национальный музей сохранил подобного типа рубахи, платья зеленого, коричневого, белого, розового, голубого цветов с декоративными элементами, состоящими из перьев, из позумента обшитого, из бахромы и также из многочисленных защипов, которые украшали подол платья. Поверьте мне, это филигранная работа, которая, мне кажется, современным мастерицам не всегда под силу. И тут у меня возникает вопрос. Неужели все они могли так хорошо шить? И я понимаю, что на самом деле вот эта вот мода и общенациональный костюм появляется почему? Появляется целый класс профессиональных швей, которые обшивали изначально буржуазию городскую, а потом это потихонечку мода уже идет и в отдаленные уголки, в сельскую местность. Город начала 20-го столетия. Сохранялась ли там традиция? Тут у нас появляются историки, которые говорят, что все истинные татарки ходили только в колфаках, наколках, ходили в городских платьях, и все, и других татарок не было. И могу сказать, что в какой-то степени они были правы в городе. Для 10% населения, которые могли себе это позволить. А для остальных 90% населения они были неправы. Потому что на селе вплоть до 70-х годов 20 века остается традиционная основа костюмного комплекса. И тут мы пришли к моим любимым котежи. Как же я их люблю. Почему я их люблю? Ну, во-первых, я с ним познакомилась, когда пришла в музей работать. Это были одни из первых главных уборов, которые я узнала, кроме колфаков. Какое же мое было удивление. Неужели татарки тоже такое носят? Оказывается, носят. Потом я стала первой моей конференцией, которую я отправила на моду и дизайн. Но, правда, текст не сохранился. Ну и хорошо, что не сохранилось. В чем же особенность этого головного убора? В том, что кажется, как будто бы это совершенно не свойственно для костюмного комплекса казанских татар. Тот же самый Николай Воробьев пишет, что данный убор очень напоминает фес крымских татарок. И, скорее всего, он пришел оттуда. Например, Дарья Барямовна Рамазанова пишет, это филолог, известный филолог, о том, что именно слово «котежи», оно пришло из французского сначала в русский язык, а потом уже в татарский язык. Но при этом она считает, что данная реалия обозначала не просто какой-то эфемерный головной убор, пришедший непонятно откуда. Она считала, что она обозначала такья. Что такое такья? Такья – это изначально головной убор маленьких детей, как мальчиков, так и девочек, который носился примерно до 10-15 лет. Вроде бы все понятно. Но тут у нас есть два мнения. Дарья Барямовна, как филолог, считает, что это обозначало такья, Николай Воробьев считает, что это фес.
И вроде бы оба правы. И в целом, в 50-х годах 19 века многие мужчины-татары стали носить фес. И вообще считается, что калипуш более позднего варианта тюбетей, он преобразованный фес. То есть фес у нас не совсем прижился, потому что был очень высокий, а тюбетей – это нижний головной убор, то есть подразумевает, что на него что-то сверху еще надевается. Он уменьшился, форма осталась та же, ну и стал более обильно декорироваться. Мне кажется, что это вполне заслуживающее доверия теория того, как у нас появился калипуш. Вы знаете разницу между калипушем и тюбетеем? Вот то, что вот все наши ребята вот сейчас носят на всех праздниках, это каляпуш. То есть головной убор мужской в виде усеченного конуса с плоским верхом, с твердым околышем. Это каляпуш. А вот тюбетей – это как раз таки тот самый полусферический головной убор, который был характерен для татар в более ранний период. И каляпуш, кстати, появляется очень поздно, буквально в 80-х годах 19 столетия. Вот. Так к чему я веду? Мы же возвращаемся к самому КТЖ. Интересно отметить, когда я стала изучать костюмный комплекс крымских татар, недавно вышла, по-моему, в позапрошлом году очень интересная книга «Шапки, шали, покрывала крымских татар 18-19 столетия», где рассказывается о том, что изначально фес носили только молодые девушки, а к концу 19-го, начала 20-го столетия этот головной убор становится как в женском, так и в девичьем варианте. При этом я также знаю, что такья, она была очень распространенной реалией, не только у татар, но и у близлежащих народов. То есть это тот головной убор, которым был понятен и знаком. И тут появляются какие-то непонятные головные уборы, которые вроде бы не наши, но вроде бы и наши, и они прижились. Но тут еще появляются наши ремесленники, наши те самые владельцы заводов-пароходов, которые стали активно производить кляпуши, колфаки, КТЖ на продажу и распространять это на всей территории проживания татар. И если мы сейчас с вами посмотрим прейскуранты начала 20-го столетия, то мы с вами увидим в большом количестве те самые КТЖ. И они появляются именно с появлением ремесленного производства. То есть понятно, что они какое-то нашли интересное слово «каттаж» или «каттажи», которое приходит от французов, и что такое непонятное, интересное, но вроде бы и знакомое нам, и стали это активно продавать. И оно выстрелило. И оно стало понятным и интересным для женской аудитории. И если изначально такьяшки носили только маленькие дети, а потом Воробьев по ходу этого сказал, что да, ты же тоже носили только девочки 10-12 лет, то потом мы видим, сами увидели множество фотографий, где как молодые девушки, так и маленькие девочки носили тот самый КТЖ. Интересно отметить, что, например, недавно одна коллекционерша мне показала интересную фотографию, где был маленький мальчик КТЖ. То есть это говорит о том, что, скорее всего, все-таки основа была от такья, которая потом наложилась на фес и уже преобразовавшись в новый головной убор, но при этом в представлении обывателя конца 19 века его все равно могли также носить и маленькие мальчики, и маленькие девушки, а потом уже и молодые девушки, и молодые женщины. Вот такая история одного головного убора. Мне всегда казалось, что когда мы говорим о татарском костюме, то мы должны говорить только исключительно о традиционных формах. То есть понятно, что туникообразная рубаха, ее какие-то изменения, ну, либо тут общенациональный костюм. Но благодаря Государственному каталогу Российской Федерации, это совершенно замечательный сайт, в котором выкладываются музейные экспонаты из всех музеев Российской Федерации. То есть, это большое чудо. Я не нашла платье из Национального музея Республики Башкортостан некой татарки, которая посчитала возможным из вышивок шить целое платье. Но мне казалось, как оно так может быть? А потом я посмотрела, поизучала городскую моду начала 20 века, когда появляются те самые платья в так называемом русском стиле, когда на те самые выставки в Париже, в Англии приезжали и привозили с собой вышивки, небольшие кусочки, из которых сшивали либо фартуки, либо даже целые платья, и потом продавали неискушенным иностранцам. И тут я поняла, что, скорее всего, вот по типу тех самых платьев и одежды в русском стиле, скорее всего, какая-то молодая девушка сделала в том самом, в татарском стиле платье начала 20-го столетия, но при этом с чисто татарской вышивкой традиционной. Обувь была разнообразная. Когда мне говорят, что татары не ходили в лаптях, это враки. Татары ходили в лаптях. Давайте исходить из того, что в повседневной жизни на селе ходить в кожаной обуви – это смешно. Как минимум, это очень дорогая обувь, чтобы идти в поле пахать в коже. Но при этом на какой-то праздник выпендриться перед своим соседом ты ее наденешь.
И это нормальная история. Обувь кожаная была разнообразная. То есть если в мужском варианте это чаще всего, ну и даже не чаще всего, это не декорированная обувь, потому что в последнее время путают, что с кожаной мозаикой, вплоть до того, что делают и в мужском варианте. Нет, у мужчин максимум могли украсить пяточку, вот, более плотной кожи саури, а вот уже в женском варианте украшали практически полностью весь сапожок. Сначала были на мягкой подошве, носили с калошами, потом появляется на твердой подошве, потом появляется на каблучке по моде того времени. Ну и самый сахар — это, конечно, те самые дворянские сапожки, которые делали не только для татарок, но делали и для русского городского населения. Причем уже потом делали не только татарские мастера, но и русские. Всего 2 пары сохранились. Это в Государственном русском музее, и вторая пара у нас в Национальном музее Республики Татарстан. А еще недавно одна мастерица, я не помню, как ее фамилия, Аня, она со мной списывалась, она где-то купила на блошином рынке эти самые сапожки. Ей обзавидовали все. Вот, но это вообще большое чудо. Туфельки тоже были разнообразные, причем были как без задника, так и задником. Но интересно отметить, что особенность татарских башмаков в том, что у них задник шился отдельно от передней части, от головки. И тут мы с вами переходим плавно к 20 столетию. Мы с вами поговорили о городе, что там у нас такие парфурсетки, все красотки ходили в модерновых платьях, в колфаках, наколках. А что же было в это время в сельской местности? А в сельской местности все было хорошо, вот, ну, вплоть до определенного периода. Но при этом традиционные основы, они сохранялись плотно, сохранялись долго. То есть все были те же самые туникообразные рубахи, были разнообразные покрывала. И необходимо понимать, что в сельской местности колфак все-таки это праздничный головной убор. Безусловно, в повседневной жизни его не носили. Также носили разнообразные валенные шляпы, причем как мальчики, так и девочки. Наши прославленные художники зарисовали картины. Как раз таки мы с вами сможем вспомнить, исходив, например, в нашу художественную галерею. Платки были в разном количестве. Когда мне говорят, что татарская девушка носила только 1 платок, а татарская женщина 2 платка, могу сказать, что на самом деле так оно не обязательно так. Могли носить по несколько вариантов платков, то есть подвязывали снизу и сверху еще что-то подвязывали. Могли подвязывать только сверху 1 платок. То есть это тоже было очень вариативно. И оно прослеживается именно в 20 веке, когда стирается вот та вот возрастная дифференциация, которая была очень явной именно в первой половине, середины 19 века. Когда ко мне обращаются с вопросом, что же носили татарские дети, я могу сказать то же самое, что и взрослые, только меньшего размера. Вообще необходимо понимать, что детская одежда как явление – это характерно только для 20 века. До 20 века как таковой детской одежды не было. Это всегда была уменьшенная копия именно взрослой одежды. Мы с вами сейчас немножко пробежимся по десятилетиям 20 века. И обратите внимание, что практически одежда и не менялась у татарской женщины, особенно на селе. Это остаются разнообразные покрывала в виде платков или тех самых французских яулок. Обратите внимание, это у нас получается 30-й год, деревенское женское собрание по поводу организации ясель. То есть мы все пашем в поле, нам детей не с кем оставлять, но при этом мы все ходим покрытые. И это было тоже нормой, но при этом нормой для села.